Военный самолет Ан-12 кружит над пиком Ленина. На борту 10 десантников. Они напряженно смотрят в иллюминаторы. Через несколько минут им предстоит совершить то, что не делал еще никто в мире. Прыгнуть с парашютами прямо на пик Ленина. Площадка, на которую они должны десантироваться, небольшая. 300 на 100 метров. А сверху и вовсе кажется крохотной. Острые, как лезвия, скалы монстры. Между ними провалы, трещины. Малейший просчет и верная гибель. Выбросили пристрелочный парашют. Смотрим на площадку. Площадка белая, на ней ничего нет. Чистая площадка. Кругом горы, скалы. Второй заход делаем. Еще бросаем пристрелочный парашют. Опять проходим на площадку. На площадке ничего нет. Пристрелочного не видно. Внизу парашютный десант страхуют альпинисты-профессионалы высочайшего класса. Им абсолютно ясно. Прыжок в этих условиях невозможен. Слишком сильный ветер. Альпинисты выкладывают на земле знак запрета. Крест из оранжевых полотнищ. Прыгать нельзя. Но самолет вновь и вновь заходит на точку сброса. Прицеливается. Я считал, что его нужно, что самолет и в 4-й пролет не будет сбрасывать людей, потому что я видел, что та точка, в которой надо сбрасывать, уже пройдена секунд на 5, наверное. То есть 5 на там, 300 метров или 400 метров в секунду, вот те пару километров лишних самолет пролетел. И вдруг они посыпались. В 1968 год. В СССР празднуют 50-летие комсомола. Такие торжественные даты принято отмечать чем-то грандиозным. Открытием станции метро, пуском турбины на новый ГЭС или рекордными урожаями. Группа советских десантников и альпинистов готовит свой рекорд. Массовый десант на крышу мира. Так называли в Советском Союзе Памир, высочайшие хребты Средней Азии. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов горячо поддерживает идею. Десант включается в государственную программу празднования юбилея. Полное содействие и со стороны Министерства обороны. Военные обеспечивают техническую помощь. Уже готовится юбилейный рапорт. Нашим воздушно-десантным силам теперь доступны любые высоты. Такого еще не было в мире. Настоящие военные маневры на высоте более 6000 метров. 36 солдат-срочников в полном вооружении высадятся на площадку под пиком Ленина. Еще 10 человек, 5 солдат и 5 парашютистов-испытателей десантируются на сам пик Ленина. Его высота 7134 метра. Риск огромный. Даже обычное восхождение альпинистов таит смертельную опасность. А здесь вообще прыжок в неизведанное. Нам объявили, что в таком-то составе готовьтесь, будете командированы в Фергану, будете там совершать экспериментальные прыжки на новой парашютной технике, в горы, в высокогорье. На пике десантники заложат титановую капсулу с посланием. Молодежи 21 века. Вскрыть в 2018 году. Вам, поколению столетия комсомола, мы завещаем свое духовное и материальное богатство. Вам передаем негасимую искорку революции. Несите ее дальше в века. В Москве ждут рекорда. За доставку капсул отвечают лучшие десантники ВДВ. Их отбирают по всему Союзу. Сразу предупреждают, риск огромный. Возможно, кто-то погибнет. Но даже эта угроза мало кого останавливает. Естественно, очень
эмоционально вот этот именно момент я воспринял и могу сравнить с таким же чувством, которое испытывали солдаты, которые, допустим, покидают обжитые окопы, идут в атаку на пулеметы, на что угодно. Для меня это была работа. Я был просто испытатель. Это было испытание. Для меня была работа, я горел на своей работе, мне было интересно. Высота 8000 метров. Вот она, вершина пика Ленина. Сейчас хорошо видна площадка, на которой они должны приземлиться. Почти полвека прошло после прыжка той десятки самых отчаянных. Но впечатления так же остры, будто это было вчера. Так. Ну вот 40 градусов в Фергане. А Фергана, жара и посадка парашютистов. Сертун. Сертун, да? Петриченко какой молодой, Александр Александрович. Да, это вот они обращаются к ребятам, молодым десантникам в Фергане перед посадкой в самолет. 27 июля 1968 года. Альпинистский лагерь Ачикташ. 6 утра. Здесь никогда не было такого скопления людей. Альпинисты, военные, спецслужбы. Всюду снуют фотокорреспонденты и кинооператоры. Рекорд должен быть зафиксирован на пленку. Снимают каждый шаг. Как десантники проверяют и укладывают парашюты. Как садятся в самолет. Как желают друг другу удачи. Последние кадры с земли. Военный самолет Ан-12 взмывает в небо и устремляется к вершине Памира. Под нами Памир. Ан-12 кружит над вершинами. На борту 46 парашютистов. У всех одна мысль. Только бы получилось. На лицах десантников кислородные маски. За плечами запасные баллоны и контейнеры с ледорубами. Парашютисты сидят в специальных креслах на транспортере. Он приводится в движение одним нажатием кнопки. Вот они сидят в шахматном порядке на 2 лентах транспортера. За счет этого получается отделение. Мы проехали 12 человек в один заход, который, по сути дела, 12 человек получалось где-то порядка там максимум 0,1 на 12. Ну, что-нибудь порядка 2-3 секунд. С высоты кажется, что плато не больше тарелки. На самом деле его площадь размером с футбольное поле, 60 на 100 метров. Вроде бы места для приземления хватает. Но только представьте, самолет пролетает плато буквально за пару секунд. Малейший просчет, и парашютистов вынесет за пределы поля. Самолет делает круг, другой. И вот, наконец, раздается команда «Первая группа пошла». Море облаков, и кое-где, значит, торчат какие-то там вершинки. Кое-где. Где конкретно и как нас точно может выбросить, допустим, штурман там, или самолет с расчетом на то, что мы попали на эту площадку, абсолютно было неясно. Все вроде рассчитано по секундам, до мелочей. И вдруг сбой. У одного из десантников, Леонида Осаенко, гаснет купол парашюта. Каким-то чудом ему удается зацепиться за купол другого парашютиста, Бориса Михеева. Кубарем съезжает вниз. Кажется, трагедии не избежать. До земли остаются считанные мгновения. Почти у самой земли Осаенко успевает открыть запаску. Все живы. Десантники обнимаются с альпинистами, салютуют, отмечая удачу. Вспоминают, могло случиться непоправимое. Командир группы, капитан Георгий Тайнас, командует: «Встать, на спуск, стройся». «Да пошел ты», — слышит в ответ.
Капитан не понимает, в чем дело. Автоматически тянется к пистолету. Неужели мог выстрелить? Мог. Потому что и сам не понимал. Так действует высокогорье. И это еще не самая трудная часть операции. Здесь и высота всего-то 6000 метров. И площадь приземления ровнее и шире. После выброски 36 десантников самолет вновь набирает высоту. Оставшиеся десятки предстоит самое сложное – прыжок на пик Ленина. 7134 метра. Абсолютно фантастическая идея. Умный в гору не пойдет. Умный прыгнет на нее с парашютом. Из этой шутки родилась идея высокогорного прыжка с парашютом. Как-то на встрече с друзьями-альпинистами руководитель одного из отделов НИИ парашютостроения Александр Петриченко предложил им десантировать в горы не просто грузы с продуктами, а человека. Они обратились к нам с помощью помочь им организовать экспедицию. И я в шутку им сказал, что какими-то вы методами действуете, мы-то можем попасть намного быстрее и безопаснее, чем вы. Ну и вот отсюда пошло как раз о том, чтобы попробовать не снизу на горку попасть, а сверху на горку попасть. Абсолютно не восприняли как авантюру, потому что мы уже с десятилетия почти, использовали парашюты и видели, как они сбрасывают для нас грузы, людей не бросали, для нас грузы на большую высоту, на ледники Памира, на ледники Тяньшаня и даже ледник Федченко, 5 с лишним тысяч метров. Но все это не идет ни в какое сравнение с 7000-ником, с пиком Ленина, на который должны десантироваться 5 солдат срочной службы и 5 испытателей парашютов. Все предварительные расчеты идут насмарку. Сильнейший ветер. Из 10 только 4 буквально чудом приземляются на выбранную точку. Еще 4 на огромной скорости несет прямо на скалы. 2 перелетают за другую сторону пика. Что с ними? Приземлились, разбились или их унесло еще дальше? Неизвестно. «1 ноября 1962 года. Саратов. Военный аэродром». В этот день в небе над Саратовом наблюдали странный каплевидный предмет. Специалисты узнали в нем стратостат. В его гондоле 2 космонавта – Евгений Андреев и Петр Долгов. На высоте 25 тысяч метров космонавты прыгают с него с парашютами. То есть все космонавты приземляются только лишь на парашютах, которые шьют в НИИ ПДС. Все спускаемые аппараты спускались на парашютах, которые шились и до того, как Гагарин полетел. Они тоже были. Андреев благополучно приземлился. Долгов погиб в воздухе. При выходе из кабины у него разгерметизировался скафандр. Ошибки в расчетах на Земле или роковое стечение обстоятельств в стратосфере. На кону человеческая жизнь, и это слишком высокая цена. А на борту самолета, который летит на пик Ленина, 10 человек. Через несколько минут им тоже предстоит рисковать своей жизнью. После трагедии с Долговым перед конструкторами поставили задачу создать особый парашют для космонавтов. Его купол должен быть надежным и в разреженном воздухе, и при сильном ветре. То есть в условиях высокогорья. Поэтому идея Александра Петриченко пришлась как нельзя кстати. Когда взялись за ее исполнение, конечно, там сразу это высветило кучу проблем, которыми никто до этого времени не занимался, как технические,
так и, так сказать, организационные. Но представляете, что это парашютисты и альпинисты. Ну, совершенно, в принципе, люди, которые нигде не соприкасались. На создание нового парашюта уходит несколько месяцев. Метры разрисованного ватмана, выкройки из тканей, чертежи. Нужно было сделать парашют, который позволял бы нормально приземляться с нормальной скоростью на этой высоте, на высоте 6-7 тысяч метров, где плотность воздуха значительно меньше. Вот. Плюс ко всему он должен быть управляемым и имел бы свою горизонтальную скорость, чтобы можно было уйти куда-то от препятствия, куда-то обойти и так далее. Только испытательных прыжков 1400 было испытательных. Они сами прыгают, на себе все это дело испытывают, чтобы ничего не зацепилось. И в конструкторском бюро уже доработки ведут. ПА-1 – парашют альпиниста номер 1. Это сегодня современные десантники называют его подручным средством для самоубийства. Но тогда, в 1967-м, он казался верхом конструкторской мысли. Этот парашют в то время самый современнейший в мире, парашюта другого лучше не было. Много выхода воздуха, вот отверстия здесь, отверстия по бокам, там видно хорошо их отверстия. Они дают большой процент выхода воздуха, как создавая реактивную силу, создавая условия для управления за счет клапанов. Испытывают новый парашют сами конструкторы. За год до рекордного десантирования. Там же, на Памире. «14 августа 1967 года. Узбекистан. Город Фергана. Военный аэродром. В самолет Ан-12 загружается группа испытателей. Ранцы с парашютами, баллоны с кислородом, теплые куртки. Их маршрут лежит в горы Памира, к пику коммунизма. Погрузив все снаряжение, мужчины раздеваются. В самолет они заходят в одних плавках. Экипировка странная. Но бывалые летчики знают, на памирском солнце на высоте свыше 6000 метров Ан-12 просто раскаляется. Внутри настоящая парилка. Поэтому оденутся на подлете к пику коммунизма. Здесь состоится уникальный эксперимент. 5 сотрудников НИИ парашютостроения: Петриченко, Тамарович, Прокопов, Севастьянов и Чижик, и один член отряда космонавтов Владимир Бессонов десантируются на плато с парашютами. Точка приземления беспрецедентно высока. Но впереди рекордный прыжок на пик Ленина, а он на 1,2 метров выше. А Памир выбрали потому, что, во-первых, туда была запланирована экспедиция альпинистов. Готовилась. Они разготовили восхождение на пик коммунизма. По-моему, самый высокий, если мне память не изменяет, самый высокий пик тогда был в Советском Союзе. Выбор места испытаний продиктован еще и политической обстановкой. Здесь проходит государственная граница с Китаем. Китайцы влияли на все. При Сталине мы были, как я говорил, значит, властелинами половины мира, но у нас за спиной стоял там великий, в общем, на самом деле Китай. Начало 60-х годов – время обострения отношений СССР и Китая. Восточная страна настаивает на пересмотре границ. Спорная территория – русский остров Даманский. Отстаивать его пришлось в тяжелых боях. В Министерстве обороны всерьез опасаются вторжения китайцев на других участках границы. И, скорее всего, как раз на горных перевалах Памира. Мы все время думали об обороноспособности страны. И в Средней Азии горные районы – это довольно такие сложные участки. Годы это были такие сложные, когда наш самолет, пролетая над пиком Ленина, сбрасывал десантные, то есть пристрелочные парашюты и уходил в сторону Китая, то в Кремль
приходили очередные серьезные заявления со стороны китайского правительства о том, что вы нарушаете нашу границу. Когда выпрыгиваешь, только самолет гул прошел немножко, тишина стоит такая, что нигде такого не услышишь. Совершенно. Вот там действительно нет никакого шума совершенно, звука нет никакого. Это вот в горах. Внизу еще, может быть, какой-то камешек упоет или что-то еще, а в воздухе вообще ничего нет. До рекордного десантирования на пик Ленина еще год. Сейчас главное — парашют. Испытания на Памире. 6000 метров над уровнем моря. Для приземления выбрано плато 12 километров в длину. А вот в ширину меньше километра. Промазать проще простого. Ветер здесь сильный и непредсказуемый. Поэтому первым выбрасывают контейнер с фруктами. Фрукты попадают, что называется, в яблочко. На следующем заходе самолета по сигналу штурмана прыгают парашютисты. Альпинисты выложили нам как по парашютному, так сказать, обычаю там круг из красных рюкзаков и курток. Ну и мы приземлились, в общем, мы практически все приземлились вот в этом кругу. Мы сделали это. Кажется, все нипочем. Встретившие их альпинисты пытаются охладить градус эйфории. Это горы. Силы надо беречь. Радоваться будем внизу, самое трудное впереди. А сейчас надо спускаться. Но для начала нужен макияж. Обычно для защиты от солнечных ожогов альпинисты используют медицинскую пасту Лассара. В ней содержится цинк, который отражает солнечные лучи. Но у парашютистов пасты Лассара нет. То ли забыли, то ли посчитали мелочью. Хорошо, в рюкзаках есть обычная зубная паста. Голь на выдумке хитра, и ничего в этом плохого нет. Спасались. Она свой эффект давала. Нервы на пределе. Нужна какая-то разрядка. А давайте в футбол. Возражение альпинистов, что это опасное ребячество, что высота 6000 метров над уровнем моря, что содержание кислорода здесь гораздо меньше, не слушают. Запись этого матча сохранилась. Стадион – поляну снежных гор. Ворота из груды камней. У футболистов вместо спортивных трусов солдатские галифе. Борьба за мяч, удар, гол. На этом кинохроника обрывается. Вышла из строя кинокамера. Кто-то остановил матч. Позже они вспоминали. Это было как гром среди ясного неба. Резкий упадок сил, нестерпимая головная боль, тошнота, полное расстройство координации. Сердце вот-вот выскочит из груди. Альпинистам ясно, это горняшка. Горная болезнь, вызванная кислородным голоданием. Она дает о себе знать уже на высоте 2000 метров. А здесь 6000. Это страшная вещь. Это на грани жизни и смерти. Задерживается на высоте, если транспортировка задерживается, это чревато просто смертельной угрозой. Поэтому надо или спуск с помощью страховщиков и кислородная терапия. Это только кажется, что спуск легче подъема. У спуска коварная психология, мол, самое трудное позади. Теряется бдительность, да и сила на исходе. И уже ясно. Футбол затеяли зря. По легкомыслию. До лагеря 12 с лишним километров. По обычной дороге их можно пройти за 3 часа. Но это Памир. Сложнейший маршрут, 5-й, предпоследней категории сложности. И вот эти 12 километров, когда идешь, безоблачное небо, и солнце жарит так, что чувствуется, как шерсть, вот, шерстью паленой пахнет. Ну и кислород уже заканчивался. У космонавта Владимира Бессонова, возможно, самого тренированного, обнаруживается двусторонняя пневмония.
Альпинисты по очереди несут его на спине. Следующей ночью Бессонову становится хуже. Он бредит, пытается выскочить из палатки, а впереди еще несколько километров пути. Вечером в лагере праздничный ужин. Консервы, перловка, сладкий чай. В Москву летит телеграмма. Испытания нового парашюта прошли успешно. Теперь можно идти на рекорд. В Министерстве обороны принимается решение. В следующем, 1968 году, впервые в истории состоится самый массовый высокогорный десант. Памир приказано покорить любой ценой. Мы получили полную поддержку воздушно-десантных войск. Полностью. И поэтому вот мы начали уже второй прыжок, когда мы готовили на пик Ленина. Мы уже готовили, в общем, серьезно. 23 июля 1968 года. Альпинистский лагерь Ачыкташ. Десантники в сборе. Они изучили парашют до мельчайших деталей, прошли двухнедельную акклиматизацию и ждут команду на вылет. Министерство обороны выделило самолет, рации, все необходимое снаряжение. Ничто не предвещает беды. Все идет по отработанной схеме. Возникают вопросы, как кажется, по мелочам. Например, какие рации брать? И нужны ли запасные аккумуляторы? Утром 24 июля группа альпинистов уходит в горы. Они будут встречать парашютистов на плато после прыжка. Десантники ждут команды на старт, но ее нет. Они неделю нас ждали, там не было погоды. Там шли сильные бураны, снежные. Вот. И нас уже не ждали. 27 числа мы тоже уже, честно, не верили. Всю эту неделю нелетная погода. В горах сильный ветер. Наконец, 27 июля раздается команда. Все по местам. Есть разрешение на взлет. Хотя ветер по-прежнему сильный. 15 метров в секунду. На земле при таком ветре объявляется штормовое предупреждение. В горах он ощущается еще сильнее. Но отказываться от полета никто не хочет. В Москве ждут только рекорда. Ничто не должно помешать. Советская пресса о предстоящем десанте на Памир начала писать еще за полгода до назначенной даты. За развитием событий следят и зарубежные СМИ. Это был крайний день. Если бы мы вот 27 июля не прыгнули, значит, эта экспедиция, в лучшем случае бы ее отложили на год, а то вообще бы могли и закрыть. Самолет с десяткой десантников, которым доверено самое главное – прыгнуть на высшую точку, кружит над пиком Ленина. Перед тем, как приземлиться самим, выбрасывают яркий парашют. На белом снегу он должен быть хорошо виден. Смотрят в иллюминатор. Парашюта нет. Еще круг и еще один пристрелочный парашют. Результат тот же. Это значит, никто не сможет приземлиться точно на выбранное место. Те самые 300 метров на 100. А ветер, между тем, сильнее, чем считали. Летчики пытаются связаться с землей, но она не отвечает. Связи нет, на площадке никого нет. Они смотрят, что самолет начал бросать пристрелочный. Альпинисты, стали идти туда, ближе к площадке, где это самое. Поднялись туда, а передать не могут, что при таком ветре бросать нельзя. Альпинисты, ожидающие на земле, видят, как уносят парашюты. Хватаются за рации, чтобы связаться с самолетом. Одна не работает, вторая. Все неисправны. Замерзли аккумуляторы. Щелочные аккумуляторы, которые не выдерживали низких температур. И то ли ребят плохо проинструктировали, то ли, так сказать, высота сказалась. Но эти аккумуляторы, а может быть, боялись просто их положить в спальный мешок к себе, к своим ногам. Они оказались у входа в палатку. И ночью остыли. И не давали возможность связаться с бортом. Те же маленькие станции, которые у нас были, они с бортом не связывались. Не могли. Неужели все приготовления на смарку? Нужно срочно принимать решение. Прыгать или не прыгать? Общее настроение на борту, другого шанса не будет. Я когда приземлился, смотрю, странно. Обычно альпинисты сразу идут к моменту приземления, там помочь парашютисту или что-то еще, тем более, что не попали на это. А тут на меня увидели меня
Вот, и вроде того, ну, приземлился, и слава богу. Ну, я, так сказать, думаю, что это что-то не то. Сразу было ясно, что-то не то. В это время в базовом лагере отмечают удачный прыжок 36 испытателей. Но это только полдела. Пока одолели высоту 6100. Но все мысли о тех 10, кто прыгал на пик, на 7134. О них нет никаких сведений. Первые слухи появляются ближе к ночи. Говорят, пропал один из десантников, Александр Сидоренко. Пытались узнать у радистов, как, что, как Сидоренко, все. И потом в какой-то момент начальник связи: что вы относитесь со своим Сидоренко? Мы так были ошарашены таким вот ответом, потому что, ну как, человек пропал, а вдруг он так говорит. И добавляет: 4 вообще погибли. В течение 2 дней, 29 и 30 июля, о судьбе остальных ничего не известно. 30-го вечером в лагерь прибывает заместитель командующего ВДВ генерал-майор Лисов. Он подтверждает, 4 испытателей погибли. Старшина Владимир Макеев, рядовой Юрий Юматов, старший сержант Валерий Глагольев и инженер-испытатель Вячеслав Тамарович разбились о скалы. Там был врач Шиндякин Алексей Павлович, который он сразу, они сразу были мертвы. Там никого не надо было. Там перелом, в основном перелом нижнего основания черепа, удар головой. Он сразу констатировал смерть. Ой, да, конечно, это удар был. Это было очень тяжело, очень, не дай бог, чтобы с таким. Я больше вот с таким сразу массовым в своей практике больше не сталкивался. Хотя в институте Склифосовского столько понавидел, на скорой помощи столько, но такого. Пропавшего Сидоренко нашли через 2 часа по сигнальной ракете. Он улетел дальше всех и зацепился за склон. Чуть позже обнаружили командира десантников, подполковника Владимира Морозова. Идти самостоятельно он не мог. При приземлении сломал ногу. Спуск переносят на утро. На следующий день погода ухудшилась. Видимость практически нулевая. Альпинисты решают спускать группу по южному склону в ущелье Суагдара по неизведанному маршруту. Погибших оставляют на пике. Этих ребят просто уже камнями заложили, сказали, что будут снимать на следующий год. Видимо, он какое-то предчувствие у него было. Говорит, может быть, это самое зря мы затеяли. Я говорю, ты что, Слава, зря? Все нормально, сколько прыжков делали, ничего же не было. Все будет нормально, увидишь. Ну вот, видишь, оказалось, что не все. Поисковый самолет летает с утра до вечера, высматривая группу альпинистов и десантников. В течение 2 дней об их судьбе ничего не известно. Заметили их только к концу 2-го дня. Сбросили мешок. На земле ждут бензин. Он жизненно необходим, чтобы разжечь костер и натопить воды. Есть снег в горах категорически нельзя. Это верная и притом очень тяжелая ангина. Но первое, что увидели, раскрыв мешок, 7 пар теплого белья. Под ними сухари и консервы. Про бензин никому и в голову не пришло. На следующий 3-й день прилетел Ми-4. На такой высоте 1500 метров вертолет уже может безопасно приземлиться. Но нет подходящей по размеру площадки. Сбросили записку: что с Сидоренко? Если погиб, разойдитесь и ложитесь на снег. Если пропал, встаньте в круг. Жив, выстроитесь в линию. Встали в линию. А потом вытоптали на снегу большими буквами: бензин. С вертолета сбросили канистру с бензином. Развели огонь и натопили из снега воды.
Через час появились армейские альпинисты. Спуск пошел быстрее. 28 июля 1968 года на последней странице «Правды» появилась небольшая заметка. Вчера, 27 июля, 46 советских десантников совершили уникальный прыжок на пик Ленина. 36 десантников прыгнули на плато возле пика и 10 человек на сам пик Ленина. Больше ни слова. Нас, вот срочную службу, офицер собрали в ленкомнате, и офицер нам неизвестный, по-моему, капитан, значит, примерно следующее сказал, что, товарищи солдаты, значит, вы выполнили свой долг. Вот, а так как у нас, вот, кроме меня, все остальные подлежали демобилизации, вот, значит, выполнили свой долг, вы будете досрочно демобилизованы. Вот, вы будете в военкоматах своих стоять на спецучете в связи с тем, что вы выполняли задачи, которые, в общем-то, особой такой важности и специфики. Вот, но имейте в виду, ну, хотя бы где-то лет 20 постарайтесь не вспоминать слишком, будем говорить, подробности. В официальном акте расследования напишут скупо: трагедия произошла в результате непредвиденного усиления ветра. Предвидеть, предугадать это было действительно трудно. Пик коммунизма, на котором проходили испытания 1967 года, сам предупреждает об изменении погоды. Если над ним появляются облака в виде чечевицы, жди непогоды. Но пик Ленина другой, непредсказуемый. Над пиком Ленина как раз там получается что? Получается типа аэродинамической трубы. Там небольшая седловина перед пиком Ленина, метров на 300 ниже, а потом идет подъем и пик Ленина. И как раз, если, когда поток идет, он, значит, начинает сжиматься, и скорость его увеличивается. Вот этот вот гребень, где и разбились ребята, там ветер был сильный, и он был там все время сильный за счет эффекта Бернулли. Того эффекта, благодаря которому авиация и существует, и летает. Кто же все-таки виноват? Штурман. Лететь должен был другой, с большим опытом высокогорного десантирования. Но буквально за несколько дней случилась трагедия. Он погиб на учениях. В срочном порядке ищут замену. Находят штурмана, но менее опытного. При расследовании эксперты скажут, что он буквально на несколько секунд ошибся с нажатием кнопки. Дальнейшая судьба штурмана неизвестна. Говорили, что он уволился из армии. И даже что от переживаний повредился в уме. Однако один ли он виноват? Отдать команду на десантирование штурман не мог. Не в том он звании. Было, конечно, желание все списать на штурмана, потому что штурман нажимал кнопку. Вот. Но штурману приказали. Кто-то более важный. Получить команду с земли нельзя, нет связи. Значит, этот кто-то был на борту. Приняли решение на прыжок они сами, коллегиально. Полковник Морозов, Петриченко, Сидоренко, Иваненко и все. Они приняли сами это решение. Будем прыгать. И, в общем, в конце концов получилось, что, наверное, в какой-то мере это все было повешено на старшего по званию, который командовал как бы. Командиром военных был подполковник Владимир Морозов. От Института парашютостроения главным был Александр Петриченко. Были осложнения по разбору. Я, в принципе, значит, я считался старшим группы. Но кто отвечает? Старший группы, это ясно. То есть криминала никакого не было, так сказать, ничего этого, но все равно. Крайних нашли, но только ли они были виноваты? Правда заключается в том, что приказ покорить любой ценой десантники получили гораздо раньше. Не в самолете. И причина трагедии именно в этом.
Они прыгнули бы все равно. При любом раскладе, любом ветре и погоде. Чего бы им это ни стоило. А там уж прямая вина, косвенная или вообще никакой вины. Дело все в том, что если ружье зарядили, оно должно стрелять. Зарядили парашютистов в самолет, они должны прыгнуть. И фактически, кому бы ни обратились в самолете, находящемся на той высоте, спросили бы, или каждого отдельно, ты будешь прыгать? Каждый ответил бы положительно. Ровно через год, 7 июля 1969 года, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР. За мужество и отвагу, проявленные при проведении экспериментальных прыжков с парашютом в сложных условиях, наградить. Медалью за отвагу награждены все десантники, парашютисты, испытатели и альпинисты. Двое, Асаенко и Михеев, те самые, что сцепились куполами, орденами Красного Знамени. Несмотря на трагедию, испытания парашюта ПА-1 признаны успешными. Он принят на вооружение советской армии. 10 лет спустя, во время войны в Афганистане, достойно зарекомендовал себя во время высокогорных боев. Используется и сейчас, но только как тренировочный. На нем обучают новичков. Настолько он прост в применении. – 14 августа 2003 года. Памир, пик Ленина. Ну вот, завершился второй за 35 лет десант на пик Ленина. У спортсменов есть правило – ответить на проигрыш победой. Обязательно. Поэтому альпинисты вновь и вновь штурмуют непокоренные высоты. А десантники прыгают. 8 лет назад они покорили пик Ленина. Без жертв. И без приказа. Они сделали это в память о тех, кто прыгал тогда в 60-х. О тех, кто заложил титановую капсулу с обращением к молодым 21 века. Завещаем вам духовное и материальное богатство страны. Владейте, приумножайте. Капсула до сих пор там, на Памире. Вскрыть ее надлежит в 2018 году.